Доброго времени суток. Сегодня делаем расклад Таро на знак знака Весы на период с 15 июля по 22 июля 2024 года. Итак, Весы. Весы. Что же вас ждет на этой неделе? Итак, общая энергия. Финансы и работа. Карта здоровья. Личные отношения и совет, который вам дает карта. Общая энергия. Общая энергия – это ожидание чего-то нового. Либо же начинание чего-то нового. Поэтому посмотрим, как для нас это ознаменуется. Работа. В отношениях работы тут очень интересный момент. Давайте доложим карты, наверное, и вот так вот мы... Ну да, смотрите, те весы, у которых на работе слаживается не очень благоприятная ситуация, и вы, задумываясь о том, уходить ли, вы хотите уйти. Карта отшельника говорит о том, что вы хотите уйти. Хотите начать все заново, хотите перейти на другую, возможно, работу, потому что также есть карта перехода, да, из одного состояния в другое. Вот. Ну, карты говорят, что это вполне неплохая идея, в принципе. Возможно, вы собрались начать что-то свое, да. То есть, если вы собрались начинать что-то свое, то это закончится успехом однозначным. Если вы подыскали новую работу и уходите на новую работу, тоже, в принципе, она потом говорит вам о том, что будет довольство, будет ощущение полноценности какой-то, да, то есть не шило на мыло поменяется. То есть, ребята, которые сейчас уходят, главное, чтобы у вас была цель, куда вы идете, для чего вы идете, что вы собрались делать. Ребята, которые никуда не собираются уходить, тут вопрос может стоять о вашем увольнении. Вот, либо о переводе, о понижении вас в работе или в службе. Но тоже не расстраивайтесь, там будут тоже свои плюсы, ситуация поменяется, и ситуация потом впоследствии служится лучшим вариантом. Казалось бы, да, как может быть хорошо, когда тебя понизили, как тебе может быть хорошо. А нет, тут ситуация показывает, что это как шаг назад для того, чтобы сделать потом 10 шагов вперед. Поэтому сильно не расстраивайтесь, потому что заканчивается все картой изобилия, самодостаточности. Вот. То есть не всегда перемены к худшему. В общем, вот такая интересная карта. Что же у вас по здоровью, дорогие наши весы? По здоровью нужно быть бдительным, внимательно относиться к своему здоровью. Смотрите, какая тут ситуация. Ну, во-первых, для женщин это вопросы зачатия и деторождения, да. Заниматься этими вопросами можно, то есть узнавать какую-то информацию, там, сдавать анализы, проходить анализы, там, можно, но делать какие-то процедуры в плане ЭКО или еще чего-либо, это лучше, наверное, все-таки отложить. Вот. Здесь нам нужна мудрость, рассудительность. Мы должны взять ситуацию по магу, мы должны взять ситуацию в свои руки. Хорошо обдумать все за и против. Точно так же здесь для женщин, да, вот вопрос женских заболеваний. То есть проследите за своим женским здоровьем. Но, опять-таки, карта мага говорит о том, что, в принципе, все в ваших руках и ничего критического с вами не случится.
То есть у кого есть хронические заболевания какие-то там, вроде как цистита, там воспаление и так далее, лучше либо пройти профилактику, либо быть очень бдительным, знаете, чего нельзя, чего можно, да. Также, опять-таки, речь идет о операбельных вмешательствах. У кого такие запланированы на данную неделю, ситуация разрешится очень положительно. То есть те, кто боятся операции, в принципе, выдыхайте, операция пройдет хорошо, но самое главное, чтобы вы тоже не глупели, вы подошли к вопросу правильно, ответственно, да, все рекомендации врача должны быть выполнены в этой ситуации. В общем, вот так. Тут больше по женской части, да, конечно, но и вот вопрос операции. Вот. Поэтому позаботьтесь о себе, и все будет у вас хорошо. В личных отношениях. Личные отношения нам говорят, смотрите, личные отношения нам говорят, что то, что на данный момент у вас происходит, это все по заслугам. То есть все выходит из того, что вы заслужили. Вы получаете только то, что заслужили. Где-то вы очень легкомысленно, возможно, отнеслись к своим отношениям, которые вы есть. Вы не отдаете полностью себя в эти отношения, да? Ну и в ответ вы можете получать ровным счетом так же мало. И это все будет по-честному. То есть карта говорит о том, что мы получаем то, что мы заслужили. Вот как вы отнесетесь к своему партнеру, вот такая же отдача и будет. То есть никак иначе. Если вы считаете, что каким-то волшебным образом вы можете ничего не делать для своего партнера, а он вас будет одаривать благами, нет. Здесь ситуация не та. Здесь ситуация получить все по заслугам. Получить только то, что вы заслужили. Вот. Да, для пар, которые не в союзе, да, нету пары, которые, для людей, у которых нет пары, которые на данный момент одиноки, тут возможен какой-то флирт даже. Ну, он не длительный будет, этот флирт. Какие-то романтические отношения. То есть, вот так вот как-то. А кто в стабильных союзах, я же говорю, все, что вы получаете, это ровным счетом то, что вы и отдаете. То есть, все хорошее, все плохое вы будете получать в ровной мере то, что и отдали. Так, предостережение от карт. Предостережение от карт у вас: не берите на себя много. Не берите на себя много. Не берите на себя больше, чем вы сможете осилить. Обдумайте. Вы получите, в принципе, положительный результат в любой ситуации, где вы тщательно взвесили все за и против. То есть у вас будет, да, победа, триумф, успехом завершится, но какой ценой? Когда берешь на себя много, всегда есть какие-то последствия. Вот. В плане, вернемся вот к самому тяжелому моменту, у вас там, да, вот работа. Обдумайте, все хорошо. Если вы собрались уходить, то куда, зачем, и видите ли вы четкий план, что вы будете делать дальше. Если собрались остаться, и, к примеру, у вас неприятности на работе, вас понизили, или, возможно, не понизили, да, а, возможно, штрафовали, там, лишили части какой-то там зарплаты, то тоже вы думаете, стоит ли вступать в конфронтацию какую-то, еще во что-то. То есть в каждом вашем шаге на следующей неделе вам советуют не переусердствовать, как в хорошем, так и в плохом плане. Возьмете на себя много, ну это как побежать за двумя зайцами, не поймаешь ни одного. Подойдете рассудительно к этому вопросу, у вас будет и довольствие, и триумф, все хорошо. Вот такой вот у нас вышел расклад. Ну и для того, чтобы вам сопутствовала удача на этой непростой такой неделе, да, интересной, я перекрою вам все ваши негативные карты, положительные карты, для того, чтобы ваши вопросы решались наилучшим образом.
Пусть это будет вот карта действительно полного довольства, чтобы вы были довольны собой и чувствовали себя комфортно. Спасибо за просмотр. До новых встреч!